Приветствуя гостей, вице-президент Бадра Гунба отметил, что абхазы и абазины – один народ. Народ, который в трудную минуту, не задумываясь, встанет рядом. Мы разделены хребтами, горами, но у нас одна общая история, одна общая культура. Мы довольно-таки самобытный, небольшой народ, но народ, который претерпел очень большие сложности в историческом прошлом и недавнем прошлом, когда в Абхазии было очень сложно. Я бы хотел это особо отметить. И братья Сабазашта, братские народы Северного Кавказа, все встали на защиту братского народа. Мы этим дорожим, мы помним, и ни в коем случае, когда возникает вопрос, что в Абхазии кто-то больше или меньше любит наших братьев, добровольцев, я считаю, что это звучит кощунственно. Потому что любой человек, который пришел на защиту братского абхазского народа, для нас очень дорог. В составе делегации представители общественной организации «Абаза», которая активно занимается сохранением самобытной культуры абазинского народа и развития абазинского языка. Председатель организации Умар Кончев поднял вопрос о правовом регулировании постоянной прописки на территории Абхазии категории граждан Республики Абхазия, постоянно проживающих за ее пределами. В эту категорию входят абазины, добровольцы и репатрианты. Я рад, что этот вопрос, как я понял, уже сдвинулся с места и практически решен, что у абазин не будет препятствий в этом вопросе, что они могут получать прописку. По поручению президента был подготовлен документ, который снимает все эти вопросы. То есть, что это значит? Что теперь ни абазинам, ни добровольцам, ни репатриантам не нужно оббивать пороги чиновников разного уровня. У нас в Конституции записано и сказано, что все граждане Абхазии являются равноправными. У них одни права, и в том числе и одинаковые обязанности перед государством тоже. И понимая, учитывая все эти моменты, конечно же, и глава государства принял решение, подписал указ, который регламентирует на законном основании прописку граждан данных категорий. Что касается прописки, да, подготовили проект указа, был подписан президентом указ о внесении изменений в положение о порядке прописки, где мы предусмотрели возможность особой преференции для лиц добровольцев, членов их семей, для лиц абазинской национальности, более упрощенный порядок прописки, который не предусматривает возможность прописки только в жилой фонд, государственный индивидуальный жилой фонд по признаку родственных связей, как супруг, супругам, родителям и так далее. То есть в этой части мы тоже постарались предусмотреть преференции и льготы. В ходе встречи говорили о состоянии дороги Черкесск-Сухум, об обмене абхазо-абазинских студентов и о многом другом. Как сообщил на встрече Умар Кончев, в самом большом абазинском ауле Псыж будет построен спортивный комплекс имени Тараса Шамба. Ранее в пригороде Черкесска открылась школа имени первого президента Абхазии Владислава Арденба. Выдающиеся сыны абхазского народа, как Владислав Григорьевич, Тарас Миронович, их память жива. Для нас очень важно, что наши соотечественники, представители нашего народа, братского народа, чтут и помнят. В завершении встречи представители общественной организации «Абаза» отметили, что в Карачаево-Черкесской республике всегда ждут и поддерживают всенародно избранного президента Абхазии Аслана Бжания. Сария Кварцхеля, Саида Гухава, Абхазское телевидение.